В октябре 2016-го полковника Игоря Ванеева, который до этого 5 лет возглавлял аналогичную структуру в Ямало-Ненецком округе, указом президента перевели к нам, в Республику Коми. Прежний начальник нашего пенитенциарного ведомства Александр Протопопов был уволен после коррупционного скандала. Кроме подмоченной репутации регионального управления, новый руководитель столкнулся и с другой проблемой – сокращением бюджетного финансирования. Многие здания советской постройки с протекающими крышами и ветхими коммуникациями требовали не косметического и даже не капитального ремонта, а новостроя. Поэтому все-таки выделенные средства тратили аккуратно и адресно. Видимые улучшения быта и жизни осужденных фиксировали и общественники. Тот контакт, который у нас установлен с УФСИНом, в том числе благодаря ему, те конкретные точки, которые мы обозначили, там, по магазинам, по продуктам, по улучшению каких-то моментов быта ребят, осужденных, которые на территории нашего региона, несмотря на то, что финансирование очень ограниченное, и в рамках этого ограниченного финансирования решение находится. Он очень мобильный и быстрый в принятии решений. Проблема трудоустройства и занятости осужденных была еще одной немаловажной задачей. Осужденные теперь могли обучаться не только рабочим профессиям. Особо одаренные поступали на заочно-дистанционное обучение в вузы, в том числе Сыктывкарский госуниверситет. В 2017-м в колонии Коми организовали 4 новых производственных участка на 100 рабочих мест. Заключение новых коммерческих контрактов с организациями принесли дополнительную прибыль в 8 миллионов рублей. Даже вместе с членами Государственного совета Республики Коми мы были на выставке продукции, которая производилась на производствах исправительных учреждений. Действительно проделана очень большая работа. И нужно сказать, что эти условия, этот показатель, он у нас намного в республике лучше, чем в других регионах. И, кстати, еще очень много запланировано и делается для того, чтобы процент трудоустройства осужденных повысить. Игорю Ванееву была крайне важна объективная общественная оценка закрытой по понятным причинам жизни спецучреждений. Поэтому, кроме обходов, правозащитники беседовали с осужденными, а выявленные проблемы озвучивали напрямую руководителю управления федеральной службы. Многие из них впоследствии решались. За заслуги в конце прошлого года Ванееву присвоили звание генерал-майора, но в 2018-м по достижению возраста ему пришлось уйти на заслуженный отдых. Эдуард Бушуев, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.